В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Процедуру предоставления материнского капитала намерены упростить в России. Семье для этого получения достаточно будет один раз обратиться с заявлением в пенсионный фонд. Сроки принятия решения пенсионным фондом о предоставлении самого сертификата собираются сократить в 3 раза – с 15 до 5 дней. В ведомстве также планируют изменить процедуру распоряжения маткапиталом. По данным Минтруда, сегодня семьи чаще всего используют выплату для улучшения своих жилищных условий. А новый порядок предусматривает взаимодействие банка и кредитных организаций, которые выдают ипотеку на приобретение жилья или проводят рефинансирование уже имеющегося долга. Минфин России разработал предложение о повышении налога на добычу полезных ископаемых для ряда нефтегазовых нефтегазовых отраслей. Наиболее серьезно потенциальные нововведения могут затронуть угледобычу. Так, ведомство предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое. Такая мера позволит увеличить доходы бюджета на 40 миллиардов рублей в год и приведет к снижению рентабельности продаж угольных компаний. Кроме того, Минфин предлагает также увеличить НДПИ при производстве минеральных удобрений, применяя подход, схожий с налогом на дополнительный доход для нефти и газа. Спрос на алмазное сырье после успешных январских продаж замедлился в феврале. Причиной этого стала остановка продаж ювелирных изделий в Китае и соседних регионах из-за распространения нового типа коронавируса. Вспышка вируса оказала значительное влияние на объемы продаж алмазов, и не исключено, что снижение спроса на алмазы продолжится и в марте. Как заявил глава Алросы Сергей Иванов, для более четкой оценки влияния коронавируса на алмазную отрасль в будущем нужно будет больше информации о происходящем. Он добавил, что в январе Алроса сохранила для клиентов минимальные требования по выполнению ежемесячных закупок, которые действуют с августа прошлого года. Иванов добавил, что на фоне вспышки инфекции в Китае и соседних странах продажи ювелирных изделий в последние 2-3 недели практически не осуществлялись. Свыше 10 тысяч квадратных метров жилья планируют расселить до 2025 года в Усьмайском районе Якутии. Реализация программы расселения аварийного жилья стартует в этом году в рамках исполнения национального проекта «Жилье и городская среда». Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилья была утверждена в прошлом году. Напомним, что на реализацию нацпроекта Якутия получила наибольший объем средств из федерального бюджета. Почти на 79,5 миллиардов рублей в регионе будет расселено свыше 1 миллиона квадратных метров жилья, а это 3630 жилых домов. Росавтодор объявил 2 аукциона на реконструкцию участков трассы Лена в Амурской области и в Якутии. Заказчиком выступает дирекция Росавтодора по дорожному строительству на Дальнем Востоке. Начальная цена первого контракта составляет 6 миллиардов 600 миллионов рублей. Планируется, что работы должны быть выполнены до 30 сентября 2024 года включительно. Начальная цена второго контракта составляет более 5 миллиардов рублей. По плану работы должны быть выполнены до 31 октября 2024 года. 3 миллиона рублей будет направлено на обучение персонала Нерюнгринской ГРЭС в 2020 году. До конца этого года на электростанции планируется обучить 355 работников. Средства будут направлены на профессиональную подготовку и переподготовку, а также повышение квалификации, обучение второй и смежной профессии, промышленной безопасности и охраны труда оперативного и ремонтного персонала. Специальная подготовка и техническая учеба пройдут в учебных заведениях Нерюнгри, Хабаровска, Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга. Нюрбинский ГОК «Алроса» в рамках программы технического перевооружения закупил новую высокопроизводительную технику для горных и дорожных работ. Экскаватор, карьерные самосвалы и грейдеры уже поступили на предприятие. Так, для отгрузки горной массы из карьеров будет использоваться новый экскаватор «Липхер» стоимостью свыше 232 миллионов рублей. Эта модель оснащена арктическим пакетом, позволяющим производить отгрузку горной массы при морозах ниже 50 градусов Цельсия. Помимо этого, Нюрбинский комбинат получил 2 грейдера HBM «Нобас» и 4 карьерных автосамосвала «БелАЗ» грузоподъемностью 90 тонн общей стоимостью около 319 миллионов рублей. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.